В Уфимском театре кукол состоялась премьера, которую так долго ждали. Сказка «1001 ночь». Долгожданно она стала по нескольким причинам. Последний раз спектакль для взрослых уфимский зритель видел еще в советское время. К тому же за постановку взялась питерская команда. Режиссер Петр Васильев и художник Алевтина Торик. Оба лауреата «Золотой маски». На премьере побывал наш корреспондент Алексей Медведев. Впервые за долгие годы на афише театра стоит ограничение 16+. В фойе не слышно детского смеха, лишь светские беседы зрителей и шум восточного базара. Именно в таком стиле организаторы оформили холл. Скрасить ожидания зрителям предлагали продавцы украшений, уличные кукловоды, мастера по росписи хной и восточные танцовщицы. Основной контингент зрителей – это родители, которые привыкли ходить на спектакль с детьми, а теперь пришли отдохнуть сами. Не так давно мы были на трогательном спектакле. Непривычно, конечно, сейчас без детей, но от этого спектакля мы ожидаем самое лучшее. Да, раньше с детьми, сейчас дети выросли. Приходится одному. Ходили с ребенком, когда она была еще маленькая. Сейчас мы пришли уже со взрослым ребенком. У нас самые лучшие ожидания. Я надеюсь, что возродится. Раньше ведь уже были взрослые спектакли. И хотелось бы посмотреть, увидеть, не знаю. Надеюсь на лучшее. Однако не все считают, что спектакль подходит только для взрослых. Художник-постановщик Алевтина Торик пришла на премьеру со своей дочкой Машей. Говорит, несмотря на откровенные сцены, в сказке нет ничего пошлого. Для детей это просто красивая история, из которой они что-то для себя почерпнут. Мне не было неловко, что ребенок сидит на взрослом спектакле, потому что никакой пошлости у нас нет, у нас только намеки. И кукольный театр, там все очень условно. Во взрослом спектакле может быть немного все посложнее, а вот в детском все проще, легче. Но не скучнее. Не скучнее. Явилась она, как полный месяц в ночь радости. В основе все та же сказка о персидском царе Шахрияре и его жене Шахерезаде. Но вместо 1000 историй она рассказывает лишь одну, зато концептуально связанную с основным сюжетом. Это своего рода компиляция большого числа персонажей и мотивов восточных сказок. В спектакле используется около 20 планшетных кукол разных размеров и видов, а также множество живых планов. Несмотря на то, что в театре кукол давно не было постановок для взрослых, смена репертуара для актеров не проблема. Ведь взрослые – те же дети. Особого отличия нету между взрослыми и детьми. И, единственное, только при самом спектакле, когда сидят взрослые, естественно, везде тишина и спокойнее работать. К нам в выходные дни приходят родители с детьми, поэтому мы, в принципе, знаем, как будет реагировать родитель, зритель на то или на другое действие, на наши какие-то постановки. «1001 ночь» – не разовая акция. В ближайшем будущем в театре планируют регулярно ставить спектакли для взрослых. Уже есть обсуждаемые варианты: «Собака на сене» Лопе де Веги, «Сон в летнюю ночь» Шекспира и народная легенда о Фаусте. Поэтому в ближайшие 2 года зрителей ждут яркие впечатления от новых постановок. Алексей Медведев, Олег Беляев, Россия, культура, Башкортостан.